Всем аппетитного времени суток, с вами опять Павлов Александр, и это «В поисках еды» номер 3. Но перед тем, как начать обзор, хотелось бы поговорить на пару очень интересных тем. Итак, первая тема – это продажные инстаблогеры. В основном инстаблогеры, потому что в других местах у нас народ практически не сидит, если вот так вот посмотреть более-менее объективно. Что же можно сказать про инстаблогеров? Вы можете часто увидеть на страничках любимых блогеров или просто в интересном много-много купленной ими еды, будто бы, и, как они говорят, то, что это очень прекрасное место, здесь можно очень вкусно покушать, много и дешево. Так вот, в большинстве случаев это вранье, это реклама чисто-начисто, и большинство людей, конечно, это знает. Но я бы хотел показать, как это именно происходит. Мне недавно здесь в личку в директ после второго выпуска сразу же написали. Так вот, сейчас можете ознакомиться. Так вот, не ведитесь на это, пожалуйста, ни в коем случае. Это не значит, что там реально вкусно и просто-напросто люди бесплатно кушают. Зачем же я это все говорю, если и так все понятно? Просто недавно у известного инста-человека, потому что он вряд ли является блогером, просто сидит и у него много подписчиков, ему в директ написали, что он разместил на своей страничке рекламу, опять-таки, а ему доставят бесплатную еду. Он вроде бы согласился, но еда пришла, а точнее суши с протухшей рыбой. И человек просто отказался от этой рекламы, и в будущем он просто решил больше не рекламировать это. Так вот, не ведитесь, пожалуйста, на это все чушь собачья, пожалуйста, не ведитесь, просто советую вам вот так вот. Следующая тема, на которую я хотел бы поговорить, это воспринимание критики. Никто не любит критику, особенно в Якутске. Тут за малейшую неправильную критику ты можешь не только получить по лицу, а еще на тебя в суд подадут. И вы, наверное, понимаете, то, что вторым выпуском мы раскритиковали Burger Lab. Это было, наверное, неумело с какой-то стороны, но люди восприняли честную критику, особенно директор Burger Lab, и он хочет исправиться. И вот мы подходим к третьей теме. Так вот, для чего же создана эта программа? В первую очередь я говорю свое мнение о еде, которая сюда придет, а второй – это улучшение услуг доставки в городе Якутске. И надеюсь, что доставщики еды смотрят эти видео, и в будущем они начнут делать еду намного вкуснее, будут делать все правильно, возможно, возьмут некоторые заметки типа перчаток у Burger Lab или фольга та же самая, начнут класть бумагу специальную, водоотводящую с фольгой, чтобы бургер там, у бургера тесто там не взмокло, точно. Не, то, что мы заново вот это. Так вот, чтобы они ложили бумагу, чтобы тесто у бургеров не взмокло, и Burger Lab восприняла критику, и сейчас он нам бесплатно предоставил еду и говорит то, что в прошлом выпуске нам попался брак. И сейчас пришла еда, которая обычно приходит людям, которые пользуются его доставкой. И надеюсь, что сейчас оправдает все ожидания этот черный бургер, и он будет сочнее и вкуснее. Давайте продолжим. Вы видите все, на 1300 рублей он нам принес еды. И давайте посмотрим, что пришло сюда. Что же пришло к нам? Сразу посмотрим. Это, кажется, сразу же бургер. Паста карбонара. Не карбонара. Отличное количество салфеток, как и должно быть. Одна вилочка, зубочистка и все в полиэтиленовом пакетике. Где же наши перчатки? На этот раз пришли черные перчаточки. Я рад. Какое-то разнообразие. Еще один бургер. Да, нам пришел чикен бекон и красный говядина чили биф. И еще что-то. Так, стоп. Дон Регалия называется. То есть нам пришли 3 черных бургера. Это чтобы наверняка, наверное, затестить все и
давайте их уже пробовать, смотреть, рассматривать. Мы не будем измерять сейчас вес, потому что мы узнали еще в прошлом выпуске то, что они не обманывают с весом, и все в порядке. Там говорили то, что уберите фольгу, потому что она еще пара граммов добавляет, но я думаю, то, что это бред, она очень мало весит. Оказывается, тут вообще 3 пары перчаток, давайте сразу же их наденем и начнем. Как я хотел бы заметить, доставили нам это еще час назад, 1,5 часа назад, и они до сих пор теплые, что радует. Фольга реально держит тепло, это большой плюс на самом деле для Burger Lab, именно в этом был плюс. Еще в прошлом выпуске я об этом говорил. Итак, это у нас первый бургер, он, кажется, называется Chicken Bacon, да? Да, Chicken Bacon, 339 рублей, выглядит он вот так вот. Огромная просто котлета куриная. Выглядит довольно-таки неплохо. Но то, что мы тут 1,5 часа сидели, булочка взмокла, тут нету, к сожалению, ни салфеток, ни бумаги. Из-за этого чуть-чуть все-таки тесто взмокло. Но давайте попробуем, наверное, сразу, что там томить. Тесто тут намного меньше. Сразу же чувствуется вкус, в первую очередь, котлеты, а котлета сочная. Ну что, в прошлом выпуске мы жаловались на тесто. Оно чуток реально менее сухое, чем в прошлый раз. Возможно, из-за того, что оно все-таки взмокло. Вот честно, я не обманываю, не пытаюсь тут восхвалить Burger Lab за то, что они тут бесплатно мне дали еды. И, наверное, специально нужно оставлять чуток, чтобы оно взмокло тогда. Я не знаю, чтобы булочка не была сухой. Давайте попробуем следующее. Съели мы Chicken Bacon и теперь попробуем. Кстати, бекон, он у нас есть? Да, я откусил просто с краешку, там бекон начинается чуток позже, чем курица. Давайте попробуем Red Beef. Красный говядина чили биф, как написано у нас на чеке. Упс. Одевать эти перчатки сложнее во второй раз. Это я вам так говорю в будущем, если вдруг закажете. Ух ты! Это что-то новенькое. Кажется, я даже меню этого не видел. Может, я пропустил что-то. Это красный бургер. Красный бургер якутский. Вау. Что я хочу сказать? Красный говядина чили биф. Давайте попробуем. Или сперва посмотрим, что внутри. Тут у нас черный кунжут сверху булочки. Это аджика какая-то, что ли? И сверху еще лежит капусточка. Или это ананас? Как ты думаешь, это ананас? Это ананас, ага. Боже мой, может быть, я, к сожалению, не любитель ананасов, поэтому я не знаю, на вкус ананас это или нет. Если сейчас попробую, и это будет не ананас, я не смогу сказать, что это не ананас или ананас. Так, давайте попробуем. Остренький. Да, это, кажется, наш косяк, то, что мы тут оставили его очень надолго. Остренький, очень остренький. Ну, не настолько. Для любителей остроты вряд ли это пойдет, но обычный человек, такой как я, страдающий гастритом, точно будет не рад острому. А вот сейчас отдало конкретно, слушайте, очень остренький бургер. О, любителям остроты, кажется, это понравится точно. Я не такой, я не люблю острое. Надеюсь, Ларри любит острое, и он попробует это. Нет? Ладно. Ну, что можно сказать? Давайте попробуем третий бургер. Если он будет взмокший, то все-таки это была проблема того, что мы держали это 1,5 часа все в пакете, и оно в фольге. Но нету, к сожалению, бумаги влаговпитывающей, которая, ну, собственно, по названию понятно, она должна была впитать влагу. Инчайнхабы, если в простонародье. Тут просто огромное количество майонеза. Мой гастрит будет очень рад. Это Дон Рейгаби. Тесто реально взмокшее, даже здесь. Но котлета уже лучше намного, чем в прошлый раз, это точно. Ну, взмокший бургер этот, он точно не сухой. Тут очень много майонеза положили. Вряд ли вы его сможете назвать сухим. Он точно не сухой теперь. Котлеты намного вкуснее стали. Это классно. Вот этот бургер реально острый. Насчет бургеров.
Да, это чуток получше, чем в прошлый раз, это точно. Даже не чуток, тут котлета вкусная, вот тут вот сочная котлета куриная, тут просто нереально острая аджика какая-то, вот похоже на аджику было просто. Соус реально острый. Вот тут вот переборщили с майонезом. Ну, котлета неплохая. Да. Это видно было? Итак, на этот раз намного лучше. В прошлый раз, возможно, точно попался брак какой-то. И там и котлета была невкусная, и булка была неимоверно сухая. А сейчас все по-другому. Я уже сказал, что тут где-то сочно, где-то, возможно, взмокшее тесто. Это, наверное, все-таки к Бургер Лабу относится. Положите, пожалуйста, туда специальную бумагу, чтобы она впитывала влагу. Но ни в коем случае не салфетки, потому что они прилипают к бургеру, их потом как-то отлеплять не очень приятно становится. Ну, а насчет вкуса все нормально. Вот тут вот переборщили с майонезом. Вот этот бургер мне точно не понравился, к сожалению. Тут очень много майонеза, только из-за этого. А вот куриный мне понравился. Вот этот вот остренький, к сожалению, я не люблю острое. И у нас есть тут карбонара. Можно попробовать ее, конечно. Ух ты! Тут сыр. И он, кажется, намного больше, чем в прошлый раз. На самом деле это странно. Типа, брак попался нам именно как-то людям, которые делают обзор. Ну, решили, да? Что это? Бекон, сыр. Люблю бекон, к сожалению, не очень люблю сыр. Поэтому я вряд ли могу считаться хорошим обзорщиком еды. Все же это мое мнение. Я не все подряд ем. Макароны с беконом. Мне нравится. Мне нравится, слушай, я вот голодный, я сегодня не ел, и это вкусно, очень. Вот это я хочу есть. Бургер Лаб, что можно сказать о них? Более-менее объективное мнение, то что они постарались, намного лучше сейчас сделали, это точно. Но они сейчас улучшили все, что было до этого. Я уже сказал отдельно о бургерах, но есть у них вот некоторые неправильные все-таки моменты. Это нехватка влаговпитывающей бумаги вместе с фольгой внутри бургера. Ну, не внутри бургера, а поверх бургера, чтобы влага была впитывающейся и булка не была взмокшей. И слишком много майонеза. Надеюсь, это они тоже воспримут правильно и сделают в следующий раз бургер еще лучше. И раз он реально воспринимает критику, то это хорошая доставка еды, потому что он увидел этот обзор, он решил сделать это намного лучше. Надеюсь, что мы ему не сильно все подпортили прошлым выпуском, потому что там люди реально отказывались брать бургеры после этого черные. Но он хочет исправиться, он делает для этого много чего. И надеюсь, вы его поддержите. Попробуйте его бургеры, может быть, через 2 недели, там, может быть, сейчас попробуйте. И все-таки это субъективно, это мое мнение, каким должен быть бургер. Я не шибко шарю в еде так хорошо, как там один комментатор отписывался, то что и я так могу сказать свое мнение. Ну, дерзай. Мы просто люди, которые делают контент для людей. Мы хотим, чтобы доставка была лучше намного. И Бургер Лаб этому хороший пример. Они хотят сделать все лучше. Верим. Надеюсь, это будет одна из самых хороших доставок в будущем. Они будут делать реально вкусные бургеры. Булка не будет больше ни взмокшей, ни сухой. Она будет просто идеальной. Не будет так много майонеза. Острые бургеры останутся такими же острыми, надеюсь, для любителей остроты. Ну, а болонезы и карбонара у них все так же хороши, как и были. Ну, самый большой плюс, который я вообще из Бургер Лаба вывел, это то, что еда у них остается реально теплой, долго, очень долго остается теплой. Мы тут 2 часа практически держим эти бургеры уже открытыми даже, они до сих пор отдают теплом. Не так прямо с пылу с жару, но это не холодный кусок хот-дога, который тебе впарили где-то в киоске. Это хорошие теплые бургеры. И вот это все на заметку другим доставкам еды. Знаете, мы можем заказать у вас еду
И если она невкусная, мы скажем людям, что она невкусная. Так что, пожалуйста, постарайтесь сделать все очень хорошо. Меня зовут Идан, я из Индонезии, и я студент второго курса Института математики и информатики. Здравствуйте, меня зовут Петр, я из Польши, мне 23 года,